Противовирусные войска столицы Ингушетии во всеоружии вышли на профилактическую борьбу против новой инфекции, охватившей сегодня весь земной шар. Специальная техника при помощи распылителя полностью обрабатывает проезжую часть и тротуарную плитку. За рулем вакуумного КАМАЗа Муса Евлоев, профессионал своего дела. Стаж работы в коммунальной сфере 15 лет. Несмотря на возраст, водитель продолжает трудиться и со всей ответственностью выполняет свою работу. Он понимает, насколько важно в это непростое время наравне с медиками быть на передовой в борьбе с коронавирусом. Дезинфекцию начали проводить со вчерашнего дня. До этого все работы проводились вручную. Цистерна объемом в 14 кубов доверху заполнена дезинфицирующим средством, и этого должно хватить на каждую из улиц в городе. В дело также включились и сотрудники ГИБДД для обеспечения порядка на проезжей части в период обработки. При помощи коммунальной техники проезжая часть обрабатывается специальным раствором в местах повышенного трафика. В ходе санобработки дезинфицируются остановки общественного транспорта, стоянки автомобилей, площадки перед магазинами и улицы с наибольшим трафиком движения пешеходов. Дезинфекцию улиц с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции проводит столичный ЖКХ под руководством администрации города. По словам представителей мэрии Магаса, специальная жидкость, которой обрабатывают проезжую часть, рекомендована Роспотребнадзором как эффективное средство против распространения инфекции. Работы по дезинфекции улиц были начаты по поручению главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматова. Обрабатывающий материал мы заготовили, до сих пор не было, но сегодня по рецепту изготовили, материал хватает. Бороться с распространением инфекции планируют как минимум 2 раза в неделю. Администрация города призывает жителей проявить сознательность и в период дезинфекции особенно воздержаться от выхода на улицу, а также плотно закрыть окна и двери. В будущем эту практику планируют внедрить по всему региону. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.